Потому что именно там я много жертвовал. Но я хочу вам сказать правду. Много лет назад я был в шоке. Потому что у меня было такое желание поехать за границу, развивать структуру. Но когда я думала за границей, я не думала о России. Я живу на юге Италии. Я живу около моря. Около Неаполя. Соренто. Капри. Вы знаете эти места? Мы живем там. И когда Сергей Афанасьев и Сергей Шевченко приехали нас навестить, я не знаю, может кто-то видел фотографии, мы были на яхте, очень красивой. И мы поехали, поплыли на Капри на аперитив. И потом у нас был ужин в ресторан, в который можно было добраться только по морю. Поэтому, когда мне говорили за границей, я всегда хотел какую-то морскую страну. Я думал, море, работа и о ночной жизни. Я хотел в Испанию поехать. Но мне позвонили и сказали, компания сделала анализ, и мы начинаем бизнес в России. Я когда приехал, я хотел убежать. Потому что когда я приехал, Шереметьево не было таким, как сейчас. Когда я приехал в аэропорт, я сразу позвонил домой. И мне спросили, ну как тут? Я сказал, мне кажется, что это Бейрут после бомбы. Потому что Шереметьево было такое. Сейчас это прекрасный международный аэропорт. Но когда я приехала, я был в шоке. И кроме того, это была страна, где говорили непонятно и писали тоже непонятно. Я, когда мне нужно было перемещаться на метро, я все время пропускал свою остановку на 2-3, потому что никак не мог прочитать надписи. Все время возвращался обратно. Но для меня это был фантастический опыт. Потому что я был за границей, в сложной, холодной стране, язык, который я не знал, и у меня не было ни одного контакта. И мне нужно было построить сеть. И мы начали работать. Поэтому понятное дело, что Россия для меня она всегда в моем сердце. Для меня невозможно строить бизнес, если в этом бизнесе нет России и Украины. Я вообще не воспринимаю бизнес без России и Украины. Я сразу думаю, что бизнес не функционирует без этих стран. Я был в многих городах, и в Уфе много раз. Длинный список. И меня всегда привлекало то, что мне всегда очень нравилась фантастическая вещь. Я узнал, что ваша страна богата культурой, много театров. Я познакомился с невероятными людьми. Вы знаете, в Европе вообще очень ошибочное мнение о России. Потому что они думают, что здесь всегда холодно. И
думают, что люди тоже холодные. E invece io quando parlavo dicevo è incredibile. И я, когда звонил и говорил, невероятно. Sono più napoletani di napoletani. Они больше на неаполитанцев похожи, чем сами неаполитанцы. Tutte le settimane c'è una festa. Потому что каждую неделю здесь какой-то праздник. Si canta e si beve. Они поют и пьют. E invece è una cosa incredibile. Есть еще одна невероятная вещь. Quando andavo nei posti, Когда я куда-то приходил, vedevo solo le donne che lavoravano. я всегда видел, что одни женщины работают. Я мужчин когда не видел. Dicevo, è fantastico per me. Я говорю, фантастически. Qui lavorano solo le donne, non Здесь работают только женщины, где мужчины. E quindi ho scoperto un paese veramente straordinario, eccezionale. И я познакомился с невероятной страной. E questa lingua è molto cara, io quando la sento la musica. И мне очень нравится ваш язык, когда я слушаю, когда я на русском языке, я наслаждаюсь. Quindi è esattamente questo che noi vogliamo fare. И мы именно это и хотим сделать. Con questa accademia vogliamo creare dei professionisti di questo lavoro. Мы с этой академией хотим создать профессионалов в этой работе, Perché spesso di questo lavoro si parla male, потому что часто об этой индустрии говорят плохо, perché ci sono state delle cose brutte, come capita così. потому что, как всегда случается, были и плохие вещи. Ma questo è un lavoro che ha una grande chimica Но эта работа имеет свою идентификацию. ed è realmente molto, molto professionale. И на самом деле это очень профессиональная работа. Dobbiamo imparare a fare tante cose, И мы должны научиться делать много вещей, perché la gestione di una rete, la gestione delle persone non è mai semplice. потому что управление структурой, управление людьми, это никогда не бывает просто. Ma vedrete che avremo insieme un cammino fantastico. Но вы увидите, что вместе у нас будет прекрасный путь. Ma c'è una cosa, è come lo dobbiamo fare. Но как мы это должны сделать? Sapete, in 21 anni ho partecipato a molti training, Вы знаете, за 21 год я принял участие в большом количестве тренингов, migliaia di training, тысячи тренингов. e c'è una parola ricorrente che ho sempre sentito. И было все время одно слово, которое постоянно слышал. Questa parola è etica. Это слово «этика». Ne parlano tutti. Все говорят об этом. In qualsiasi tipo di compagnia voi andate, В какую бы компанию вы ни pошли, qualsiasi leader fa un intervento, любой лидер, который делает свое выступление, ma c'è qualcosa di strano но есть что-то странное. che poche volte l'ho visto realmente applicare. Я очень редко видел, когда это действительно применяется. Perché è quasi come se l'etica fosse un concetto filosofico. Потому что очень часто слово «этика» используют просто как философскую концепцию. L'etica non è, ho scoperto una cosa straordinaria, И я, знаете, что понял за это время? che l'etica non è un concetto filosofico. Что этика – это не просто какая-то философия. Non lo è affatto. Это совершенно не так. Ma l'etica è il più grande strumento di lavoro che noi abbiamo nella nostra vita. Этика – это самый большой инструмент работы, который есть в наших руках. Perché è l'unico strumento di lavoro Потому что это единственный инструмент для che работы, ci dà la possibilità di rimanere per molti anni sul terreno. который позволит нам на много-много лет остаться здесь на рынке. Perché una rete costruita con l'etica Потому что сеть, построенная è этическим способом, una rete che dura nel tempo, это сеть, которая будет длиться и длиться è много una лет. rete che dà una stabilità. Это сеть, которая придает стабильность. E in più l'etica è un grandissimo strumento di difesa. И этика – это также большой инструмент для защиты. Perché quando noi costruiamo una rete, Потому что когда мы создаем структуру, nelle reti arriva di tutto. в сеть к нам приходит много разных людей. Arriva qualsiasi tipo di persona. Любой человек может прийти к нам. Anche persone che hanno un modo un po' non etico di lavorare. Даже люди, у которых не совсем этический способ работы. Ma quando trovano una rete etica, Но когда такие люди видят, что мы работаем этически, questa è una grande difesa, мы сразу себя защищаем, perché queste persone non trovano il loro terreno, потому что эти люди не находят для себя ничего. non trovano il loro modo di lavorare Они видят, что своим способом неэтическим они не могут работать, e se ne vanno. и они уходят. E noi le salutiamo con grande piacere, И мы с радостью с ними прощаемся. con molto piacere. Bene, io vedo. Nella presentazione che noi abbiamo preparato Презентации, которые мы вам подготовили. ci sono due slide molto importanti. Если вы видели презентацию, есть два очень важных слайда. È chiaro che tutte le slide sono importanti, Все слайды важны там, perché la presentazione del business, потому что презентация бизнеса тоже само по себе ma важна. ci sono due slide che sono molto serie e molto etiche. Но есть два слайда очень серьезных, очень этических. La prima
Первый слайд, dove noi diciamo alle persone, где мы говорим людям, devi investire da 2 a 5 anni. ты должен инвестировать от 2 до 5 лет своей жизни в эту работу. Questa è una slide molto importante. Это очень важный слайд, Perché significa dire alle persone, questo è un lavoro, потому что мы сразу говорим людям, это работа, non è un gioco, это не игра, non è un money game. это не money game. Se hai voglia di giocare Если ты хочешь играть, e vuoi guadagnare i soldi subito, если хочешь сразу заработать деньги, questo non è per questo. это не для тебя. Perché il lavoro e il successo Потому что работа и успех sono qualcosa che si costruiscono – это что-то, что создается con la serietà серьезно e l'impegno. и с усердием. E c'è un'altra slide molto importante, Есть еще один важный слайд, dove noi diciamo где мы говорим, tutto il lavoro che tu costruisci, всю работу, которую ты делаешь, tutti i sacrifici che tu stai facendo, все жертвы, которые ты приносишь, saranno un beneficio per te, это будет для тебя большое sarà un beneficio преимущество. per la tua Это famiglia будет преимущество, благосостояние для твоей семьи. e tutto questo lo potrete lasciare ai vostri figli. И все, что ты сделаешь, ты можешь дать наследство твоим детям. Perché di tutti i sacrifici che fanno le persone, Потому что все жертвы, которые делают люди в работе, nella nostra compagnia niente andrà perso. в нашей компании ничего не потеряется. Perché c'è una legge chiara, Потому что у нас есть закон che è la написанный, legge di successione del business закон наследства per бизнеса le altre generazioni, per i figli di другим поколениям, детям, внукам. Questa è una cosa molto И importante. это очень важно, Perché voi, per noi, потому что вы для нас, non siete un nome e cognome di tutti. вы для нас не просто имя, фамилия, компьютер. Non siete un codice in un database. Для нас вы не просто логин в базе данных. Voi siete delle persone. Для нас вы люди. Quando avete messo il piede nella compagnia, avete fatto un investimento. И когда вы сделали шаг в нашу компанию, сделали Non инвестицию, siete entrati da soli. вы не зашли туда в одиночку. Che nella compagnia è entrata anche la vostra famiglia. Потому что в компанию вошла также, таким образом, ваша семья. Nella compagnia sono entrati i vostri figli. В компанию вошли ваши будущие дети. Nella compagnia è entrato il vostro futuro. И в компанию вошло ваше E будущее. noi dobbiamo avere rispetto per questo. И мы должны уважать это. E dobbiamo lavorare con questo rispetto И мы должны именно так работать. anche per i milioni di persone che ci raggiungeranno e che verranno. И вот для того, чтобы также миллионы людей приходили также к нам.